Сегодня у нас на проверочке ВВБ Вокси. Какого года? 14. 14 год. Сколько в ваших руках? 2 года, можно сказать. 2 года. Пробег какой за 2 года у вас? 204. Намотал за 2 года 204 километра? Да? Таксуешь? Весь. Таксуешь, что ли, получается? И как? Базар везет? Везет. Сколько у тебя мест? А, капитаны? Капитанский. Гибридов капитана. Ну, можно добавить. Я добавлял, у меня был Я сплошной видел. ряд. Так, ну это болезнь. Пройдемся по кругу. Клыки так называемые. Постоянно я их шоркал, ё-моё. Эти клыки. Чуть-чуть где-то зимой и все. И, сердце останавливается. Ну, Вокси, конечно, крутой. Дизайн у него, вот эти фары. Самые вот болезнь. Если чуть-чуть подорвалась, уже бампер. Здесь как домиком Да. становится. Да, как задеваешь. домиком, когда задеваешь, она так вылазит. Ничего не поделаешь с этим. Аккуратно приходится. Тут вот крутой, ну, сейчас по шинам посмотрим. Такие прикольненькие колесики, звездочка. Типа как с выносом, что-то такое. Так, Страда. Асимметрико. Вятти. Наша российская, да, сыромяжная. Так, размер 205-65 на 16. Ну, а зимний комплект какой? Ну, то же самое. Также 205-65. А какая резина? Там стримстоун. Стримстон? Нормальный? Нормально. Бегает, да? Так, теперь крутая штука стоит. Кофр. Как он открывается, интересно, с ключика, да? С ключика с 2 сторон открывается. Вот так вот поднимаешь. И что примерно у тебя там лежит, интересно? Да, Что всё. вмещает? Весь бутер твой, да? Это ты отдельно покупал или была уже такая? Отдельно покупал. И что, цена? Озвучь, пожалуйста. Где-то 48 получилось вместе с этим Вот с этим поперечным. поперечиной. А как крепится? Как-то Ну, вырезается, что ли? Так. Пришлось что-то Вот. резать. Опа. На, первый. на штатное место здесь. Так. Вертыш. Вот просто Просто типа зажимчика, Затягивается. зажимчика такого, да? Да. Крепкие они, такие мощные, да? Ничего не болтается, ничего не это. Покрашено типа Раптора. Где такую купить можно штуку сейчас? Или ты с рук покупал? на кальвице продается. А, сейчас продается такая? Да, Прям сейчас можно за 40 тысяч купить такую? конечно, Да? конечно. Вместе с рейлингом? Сам этот Так, кофр. 38 тысяч стоил. Ага. сам А, бокс. стоил. Ага. А эти когда получается? Эти где-то за десятку, по-моему. Ага. Так, кто-то ко мне приехал. Чуть отвлекли. Увидел я вот такие штучки хромированные, дополнительные. Прикольно наклеены. Где-то я в Алиэкспрессе такое видел. А-ля у меня вот в Hellfire сейчас так сделано. Сзади. Вот этой штуки нету, тут черным. Вот это хромированное, и просто вот такие штуки стоят. А-ля Hellfire. Так, тоже пробитие, да, было, поэтому брызговички поставил. Да, Но поздно ты очнулся, да? Блин. Что-то было с дверью, да? Интересный тут такой рисунок получился. Да и пофиг, что, едет, да ей. Так, брызговички вот поставил. Что еще у нас интересного по салону? В принципе, салон у всех одинаковый, да? Ну да, коврики коврик лево. и китайские вот эти, да? Чехлы. Ну, модельный. Ну, типа, ну, вот эти вот кожзам, да? А, Мафон. Мафон крутой стоит, 2 печки. Зимой Yes. как, кстати? Зимой не проверял. А, еще пока зимы не было. Или что? Весной покупал. TIS. А, сейчас, нет, я имею в виду, сколько лет-то у тебя машина? Ну, почти 2 года. Почти 2 зимой, года? Зимой вообще нормально. 2 печки. 2 печки, жара, да? Главное эти стекла. Пэт-пленки. Пленку. Пэт-пленочки, главное, приклеить и все. В этом году еще думаю, это заднюю тоже Да, я делал такое тоже у себя. пленку сделать. В круг я делаю всегда. Красиво, по красоте, чтобы опускались, там поднимались. Окна большие, поэтому это холод жестко отдается. Да. Так, ну это нам сторона не нужна сейчас. Ну все,
Сейчас. Камеру поставил. Что за камера? HD качество очень. А, сейчас HD качество поставил камеру. Вообще Так. классно. Так. Ну, по салону, что у нас? Магнитол TS, датчики давления шин. Ну, джентльменский набор, так скажем. Одна Ну, электродверь. Ну, у меня тоже одна была электродверь. Подогревы есть? Подогрев есть. Ну, это В-комплектация получается. Ну все, начинаем сиденье снимать, проверять батареечку, состояние. Все, такой вводный небольшой вводный курсик, так скажем. Не знаю, сейчас они, ну вот по состоянию пробега можно понять. 200 тысяч, говоришь, да? Вот такая штука. Я зачищал у себя. Вон. У меня где-то на видео есть вот такой штукой. Ну, пневма у меня. Зачищаешь и красишь. Вот. Ну все, приступим, пожалуйста. Хозяин говорит, продувает сетку. В принципе, сетка в нормальном состоянии. Ну как нормальном, вот видно хлопья. Хлопья, вот. Пух. Лебяжий пух. Так, это мы продуем. Ну, бывает, да, вот у меня точно так же был ковролин грязноватый. Ничего страшного. Денежки тут иногда попадаются японские. Нет, это не японские. Уже за 2 года. За 2 года уже о Японии можно забыть. 14-й год. Дрова ты продуваешь, говоришь, да, периодически? Время от времени. Время от времени продуваешь. Не, именно сетку продуваю. А, именно сетка. Ну, сетка вот, лебяжий пух. Всё, Аркадия Паровозова позовем. Аркадий Паровозов. Видно полностью? Чуть Да. подальше отойди. Аркадий Паровозов. Ага, вот. Вот, как были. Аркадий Паровозов. Так, с этим закончили. Теперь здесь. Паузу пока. Так, смотрим. Окислы. Так, прибавляем. Ну да, зеленый. Даже есть вот. Видишь, какие моменты. Какие моменты. Это с этой стороны. Зеленый. Теперь с другой стороны. С другой стороны тоже зеленые. Сами гаечки тоже уже начали. В принципе, это как кариес на зубах, ребят. Чуть-чуть подольше будет вот такое состояние. Вот. Кариес вместе вот с этой вот окислом. Где он тут? Вот с такой вот фигней. Смотрите, что образовалось. Какая-то соль. Вот. Получается, зуб такой будет у тебя во рту, блин. И как бы ты там
не хвалился, блин, ты зуб потеряешь рано или поздно, блин. Итак, подключил приборчик, подключил хозяину батареи вот экран дублирования. Для сравнения, моя батарея прошла 6 этапов. Вначале мы начали разрядку 16-17. Разбег был 0,09 у меня в статике. Вот человек пришел, у него 0,06. Даже еще лучше состояние, чем моя. Вот, батарея. И чуть-чуть больше заряда. Ну, на 100. Также забуду записывать. Итак, пауза пока. Итак, начинаем. Первый этап 400 метров. Угу. Так. Начинаем первый этап 400 метров. Вот 400 метров разрядка. Все подцеплено. Все классно. Начинаем. Оба. Первый этап пошел. Должен быть 15, получается, должен быть 3 минуты. 3:15, короче, должен пройти первый этап. И у меня от первого этапа было 0,08. Сейчас посмотрим. В принципе, батарея огонь. Не сильно была пыльная. Может быть, залог того, что через сколько продувал ты эту сеточку? Сколько раз вообще за всю свою эксплуатацию ты эту сеточку продувал? 4 или 5 раз. Раз в сколько месяцев? Ну, раз в 2 месяца. А я проморгал, ребята. В свое время, когда у меня был в Я Окси. когда купил, Ну, я сразу полез туда. сразу продул. А откуда ты узнал, что продул сеточка? и вымыл просто. Прям вынул? М. Но самое главное, это вот Ну, сеточку не там проморгать. Прям 6 было конкретно. Я видео смотрел в ютубе, что вот там чистили. Но. И сразу туда полез, посмотрел. И она наполовину шерсти была. Потому что прежде А, в шерсти было. Все. собака была. Все понял. В общем, половина была этого фильтра в шерсти. Ну, быстро. Главное не проморгать, ребят. Ну, и сразу почистил и... Да. Можете это сделать самостоятельно. Я рукой туда сам пролажу. Пластиковую эту штуку снимаю. Пролажу. Да, У меня я руки сначала небольшие. сиденье снимал, а потом можно Приноровился туда щеточкой, можно подлезть. Так, ну что, первый этап у нас помаленечку идет. В общем, смотрите, мой эталонный вариант 6 этапов я прошел. По 400 метров. Каждый раз я записывал. И потом на 7-м этапе должно 5 пар вылететь. Тогда мы заканчиваем тест. И все записываю. Статика после теста минимально. Вот такая вот 14.39 он набрал. И максимально 14.49 сам набрал чуть-чуть. В общем, график пошел. Тут дублируем. В принципе, все видно, да? Ну, четко. Пока что мне нравится. Ну, первый этап все проходят, даже самые конченые батареи, поэтому как бы тут ничего такого нету сверхъестественного. Сейчас посмотрим. Разрядка вот у меня идет. Пожалуйста, 2 киловатта обогреватель. Скоро будет меня тут согревать. Либо, может, я наращу вот сюда больше, поставлю радиатор. Посмотрим. Если мне холодно здесь будет. Итак. Ну, это, я думаю, ребят, каждый должен для себя знать состояние своей батареи. Потому что сейчас, в наше, так скажем, нелегкое время, когда эти санкции и прочее, лучше профилактика, намного лучше профилактика. Не знаю, вот это равносильно тому, что говорю, за зубами следить. И, кстати, кто стоматолога не был, тоже надо сходить. Ну, хрен запишешься, конечно, сейчас бесплатно, но можно. Так, первый этап прошел. 0309. Так, как я там писал? 15.06, а вот 15.10. 15.10. Так, 15.10. Потом, что мы смотрим? Время, да? 15.10. Потом время 0309. 0309. Потом разбег. 0.11. 0.11. Все, вот в таком формате буду быстренько делать. Понятно, да, что я сделал сейчас? Все, второй этап, поехали. Вот, в таком формате буду записывать, как бы вести небольшой такой вот заметки, статистику своеобразную. Почему по 400 я сливаю? Ну, потому что есть такой момент,
ну, как мое наблюдение, то что это 500 это много, а 400 это как бы нормально. Ну, это мое наблюдение. Кто-то может по 500, кто-то может 1000 сливать. Дело такое. Вот. Каждому свое, так скажем. У меня так. Моя методика вот такая. В принципе, буду вести картотеку клиентов своих. Вот. Почему нет-то? Это как в поликлинике, ё-моё. Своя заметочка в Окси. Вот. Попросил замазать, но да что бояться, все равно. Это наоборот даже, кстати, хорошо. Намного хорошо, когда человек не скрывает, что у него с машиной. Те люди, вот, допустим, я своего Воксика продавал, вообще абсолютно не считая то, что это плохо, то, что я снял обзор, что у меня есть, чего нету. Кому надо, тот посмотрит. Кому не надо, пусть, может, хочет быть обманутым там и так далее. Как в том стихотворении. Я сам обманываться рад. Кто это писал? Комментарий напишите ко мне. Так, второй этап быстро записываем, чтобы не... Тут она восстановление идет. 14.38, 03.20, 03.20 и разбег 0.15. 0.15. Так, третий этап пошел. Вот. Два раза все проходят, в принципе. 2 раза все проходят. Но если сравнить с моим тестом, что у меня на 14 на втором этапе было. У меня на втором этапе было 14.51, а у тебя 14.38. Уже больше просадки. На третьем этапе у меня было, ну вот на первом этапе 15.06, хотя меньше изначально было заряда, смотри, 16.17 было, а у тебя 16.30 и 15.10 стало, а у меня 15.06. Как бы, ну посмотрим тут. Если 5, нормальный результат. Я говорю, у меня тут есть эти записи вот такие. Так, это у меня не буду, короче, не буду это листать, потому что мало ли вдруг кто. Талмуд это мой учебный. Заставил меня Роман взять тетрадочку и все записывать. Вот она, эта тетрадочка у меня теперь. Как Талмуд. В общем, третий этап. Едем дальше. Ну хозяин спросил, у него, говорит, какие элементы. Ну, старого образца. Считай, 14 год. У меня плоский. Плоский у меня здесь есть один. Я тут кое-какие махинации делал. Вот плоский. Вот такая вот поверхность у него плоская. Нет. А вот можно такие поставить? Ну, они дорогие просто. Можно, если найдешь. Но разницы нет, в принципе. Это пофиг, да. Без разницы вообще абсолютно. Главное, чтобы она свои ТТХ соответствовала своим техническим характеристикам и все. Не была закороченная. Тут вот, допустим, вот объясняют, что это такое, да? Вот обычный вот элемент. Он состоит из 6 банок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Внутри нее, внутри нее находятся пропитанные электролитом пластинки. Не знаю, там из чего, никель, металл, там что они добавили. Короче, эти пластинки пропитаны электролитом. Но в них есть все равно чуть-чуть, когда его герметичность, он герметичный. Хоть так крути, что хочешь делай. В общем, он герметичный. Если герметичность каким-то образом, ну, допустим, от перегрева там и так далее, она лопнет, допустим, начнет вот здесь вот сочиться. Из нее вытекет какое-то количество электролита и закоротит на корпус. Корпус железный. И покажет ошибку. Вот. В принципе, они бывают. В чем износ этой батарейки? Такой же износ, как у обычной солевой. Вот, которая в банках же есть обычные наши российские аккумуляторы с пробками. Вот. И в них тоже так кассеты достаешь, где мы грузила плавили. Вот. Помнишь вот эти грузила? И вот эти, получается, осыпается. Ну, вот это химическое вот это вот соединение осыпается вниз. И там короткое замыкание получается, и, допустим, одна банка коротит, и все, весь аккумулятор выбрасываешь. Но если ты устранишь вот одну часть, даже раньше было в совдеповское время аккумуляторный цех. Когда доставали эти кусочки, распаивали, одну вот так вот кассету достал, допустим, она закоротила, выкинул ее, другую кассету воткнул, перепаял здесь, другие же не закоротила. Обновил, промыл дистиллированной водой. Так, дальше. Дальше запись. В принципе, мы уже подошли. Третий этап.
Третий этап. Серединка просажена. 14. Ну, по верхнему всегда смотрю. 14. Время 0:3:27. Ну, батареечка уже, так скажем, слабенькая. Ладно, поехали на четвертый этап. Посмотрим, что четвертый покажет. Что покажет четвертый. Сейчас я пока не буду рассказывать, что там дальше. Ну, принцип поняли. Коротится там внутри одна из баночек. И все. И быстро пух теряет, получается. И все. Двигатель ошибку уходит. P080 показывает. Ну или какие-нибудь другие показывает ошибки по батарее. В общем, как-то так. Но это результат, конечно, реально на троечку, ребята. Батареечка на троечку. В принципе, никого я тут не обманывал. Человек сам приехал, сам поставил, как первый раз мы достали эту батарею вообще. Вот. У меня реально, вот, ну, 17-й год, смотрите, вот, 6 этапов прошло. На третьем уже начал уже выпадать. А еще нам еще столько же шагать и шагать. Без всяких дополнительных зарядок. Никто тут никакие потребители не подключает. Допустим, есть проверка компьютерная, диагностика, все равно там двигатель вот он рядышком уже сразу. Чуть вот просела одна банка, он сразу заведется. А здесь я могу позволить так, чтобы она не заводилась. Я могу еще одну пару просела, я могу и дальше ее долбить. Понимаешь, контролируя именно чуть ли не сотыми долями контролировать вольтаж. Вот в чем фишка вот этой проверки. Так, у меня уже даже руки грязные, уже начал на работу, вышел. Итак, а в двигателе бы он уже просто тупо завелся бы и показал бы вот эти показатели. 0,16 разбег и все. И, допустим, вот сколько тут? 3 минуты, 3 минуты, 3 минуты, 9 минут. Ну, 10 минут она бы там на разрядке постояла и завелась. Через 10 минут. А моя, получается, через, ну, сколько еще тут минут? 3. Ну, минут 15-20, блядь, стояла, разряжалась. Без всяких дополнительных, вот не без зарядки рядом. Но сейчас она вот... Пока мы записывали, запись вели, она быстро откуда-то еще взяла, так скажем, энергию. И пытается дальше. Либо это, может быть, был какой-то глюк, но ну, что маловероятно. Ну, говорю, какая-то момент такой есть, то что когда я пока записываю, она быстро может еще на себя брать. Вот еще как бы даю чуть-чуть фору. Поэтому и веду запись вот эту. Чтобы примерно сравнивать другие батарейки с моей. Вот. У меня есть еще тут другие чемпионы. У Аквы свой. Там, потому что 20 элементов там побыстрее разряжается. Вот. Именно 400 вот этих ампер быстро сливается. Ну, идем дальше. Так, на чем я там остановился-то, блин? На чем я остановился? Ну, по поводу восстановления, вот есть тоже такое понятие, как восстановление емкости, да, вот пишут там другие, там, мои конкуренты там пишут, восстановление емкости батареи. Ну, как это восстановление емкости? Восстановление емкости может быть то, что если, допустим, мертвая батарейка, не закороченная, сделать ее так, чтобы она еще могла больше на себя брать. Тупо вот эту шелуху, которая там внутри. Ну, есть там методики такие, как бы. Не буду я задаваться, как говорится. Вот. Можно это сделать. Но если уже закороченная будет какая-то из баночек, то ты уже ничего не сделаешь. Просто на замену. Да, просто на замену. Если будет тут уже все коротыш, короткое замыкание, плюс-минус, ну вот эти пластины вместе слиплись, тогда уже ничего не сделаешь. А если они еще не совсем слиплись, их можно как бы маленечко потормошить, и они еще побегают. Есть методика такая. Но это долгий такой процесс, прям вообще нецелесообразно. Пока есть батарея еще в наличии. Вот. Я даже вот еще не добрался до полочек, блин. Времени нету, ё-моё, сейчас погода, блин, шепчет, ёк-макарёк. Там вот ягода, блин. Грибы, блин. Ничего не собирал, нигде не был еще. Как с отпуска приехал, все. Едем дальше. Проверяем дальше. В общем,
Решил все-таки 4-й этап продолжить. Чуть-чуть у меня там небольшой сбой пошел. Зарядка меньше, разряд тока меньше был. В общем, продолжая, вот закончили на 3-м. Но все-таки решил 4-й продолжить. Посмотрим. Вот уже 14.02 средний. 0.2, 0.4, 0.3, 0.4, 0.1. В принципе, ну вот опять. Сейчас бы уже завелся двигатель. Раз, два. Угу. Ну, до 5 делаю. 3, 4. Уже все, 5. 5 есть. Все, стоп. Итак, на 4-м этапе, в принципе, можно посчитать то, что 4-й этап, сейчас она на паузу стала. Вот. 5 выпало пар. 5 выпало. 5 пар. Вся середина. Вся середина. Но это стандартный износ, ребята. Это стандартный износ. Именно почему так происходит, всегда рассказываю, как бы быстро. Бегло всегда. Где у нас охлаждение? Охлаждение у нас поступает вот отсюда. Здесь в этом случае. Сюда дует, поверху по шапке дует. По шапке дует. Замкнутый же корпус. Сюда ударяется воздух, вниз уходит. Тут тоже закрыто. Или не закрыто? Тут нет, не закрыто. Выходит она вот так, разбегается в разные стороны. Тут чуть-чуть по-другому охлаждение сделано. Я не знаю, почему они так сделали. Вот на Приусе, вот Приус, у него сделано, внизу дует. Вот приусовская, вот башка. Дует вентилятор вниз, по низу проходит. Здесь в стенку упирается, вверх поднимается и назад выходит. И здесь уже выход. А здесь почему-то они сделали по-другому. Здесь они сделали тупо вот сюда идет, поверху охлаждения. Сюда ударяет и вниз опускает. И все. Круг не делает. Стиральную машинку не делает. Почему-то. Потому что мы вот сюда дули, вот у нас уходит, получается, по бокам в стойке. Вот это в стойке уходит. Это в стойке. И с этой стороны такая же в стойку тоже уходит. Тут охлаждение, по сути, слабенькое совсем. Вот. Но то, что у тебя просела середина, это хорошо. Если она не сильно, сейчас я потом посмотрим, если не сильно, в пределах 17-15, можно сделать, перевернуть столешницу. Я вот сейчас просто еще раз объясню. Вот присаживайся, пожалуйста. Объясню вот на примере стола, да, стола. Вот у нас стол, грубо говоря. Да, погоди-ка. Ага, о. Вот стол. Прямое, да? И у нас, получается, стол показал нам, чтобы у нас середина просела. Ну, теоретически, вот видишь, вся просела. Можно ее тут тусовать вот так вот. Слабый, сильный, туда-сюда. Но это долго. И это дорого, это дороже стоит. Вот. Сейчас у нас просела вот так она. Можно попытаться перевернуть ее. И чуть-чуть будет горб столешницы. Но все равно, так как нагрузка в середине, она все равно ее будет давить вниз. И она через какое-то время опять выровняется. Но при условии, если маленький разбег. 0, сколько тут? 0, ну соточка разбег. 0.11. 0.11 разбег. При условии 0.15, в принципе, я переворачиваю. Вот. 14.15 и уже 13.98. Ну, 17, грубо говоря. Маленькая продавленность этой столешницы. Ну, не сильно прогнулась. Как бы если она жестко вот так прогнулась бы, прям вот так вот прям видно было, чтобы она прям жестко прогнулась, то тогда целесообразности в этом нет. Придется вычислять из них самый слабый. Но так как мы сейчас в условиях кризиса и нету прям такой, как скажем, ну, просадки прям такой прям страшной, да? 4 этапа она, грубо говоря, прошла. Но это, ну, 60% максимум, 50-60% в ней сейчас. Потому что у меня 6 пробежало, а у тебя 3. То бишь 50%. 50-60. Вот так вот. 50-60% осталось. Это можно подольше подержать переворотом столешницы. Ну, как бы меня ругают другие сервисы, что это копейками занимаюсь. Ну, извините меня, я не любитель, мне, в принципе, денег хватает на жизнь. Я не зарабатываю тут бабки, штаны не снимаю как бы с людей.
Объясняю, как есть. Если человек захочет, я это сделаю. Если захочет сделать так, чтобы она ровная прям стала сразу, то это уже другие денежки. Это надо дольше заниматься этим. В общем, сейчас я с человеком, хозяином батареи, переговорю на эту тему. И решим, что будем делать. Итак, пришли к тому, что пока не поздно. В принципе, это как бы... Ну, любой бы, наверное, на месте хозяина, у которого... Ну, небольшие деньги я, в принципе, за это беру, так скажем. Доска почета. Так, небольшие деньги я за это беру. Любой на моем месте бы посчитал выгоднее это сделать сейчас, пока не наступил. Ну вот, Prius тоже у меня был в Окси. 6 этапов прошел. Блин. А вот моя батарея. Вот следующая. Сейчас мы чуть кнопочку отожмем. Еще раз зафиксируем результат. И посмотрим. Сейчас постояла она, пока мы тут болтали. Посмотрим, отожмем паузу. Просто отожмем паузу. Вот пауза у меня. И посмотрим состояние. А, блин, я же уже снял. Ладно. В общем, переворачиваем, короче. Переворот. Ну вот так вот. Проболтался, короче. Убрал я уже. Будем делать, разбирать. Сейчас тут, пока все эти мероприятия происходят, тут надо маленечко подождать. Время 20 минут. И маленечко поболтаю, наверное, по поводу хейтеров и прочего. Короче, неуравновешенных товарищей. Контент мой не для неадекватов, понимаете. Кто шарит, кто соображает, для тех. Просто не у всех есть время, не у всех есть нервы, не у всех есть чувство юмора. Кто-то просто хейтер по жизни, ничего не нравится и так далее и тому подобное. Вот. А сейчас кое-какие мероприятия тут, столешницу перевернули, контакты заменил, все контакты чистенькие, чистой химией, без всякой риску не набивал наждачками. Вот. Кто-то там говорит, тряпочкой я не прохожусь. Ну, гонишь, что ли? А как бы я их протер, блин? В любом случае их протираю тряпочкой, когда мою, блин. Потом-то их надо высушить, иначе на них, если останется химия, она просто, блин, зацветет. Поэтому надо вытирать тряпочкой. Но они полежали чуть-чуть там, недельку-две, и начинает уже окисло вступать. Вот. Сейчас зарядил. 400 метров я залил. Тоже вот результат в 16 вольт. Хотя, в принципе, можно еще раз догнать до вольтажа, до такого, что изначально мы начинали. В принципе, но это подольше, конечно, будет. Ну, до этого вольтажа довести, до 16-30. И попробовать по новой, но это время, понимаете, уже дофига времени за бортом. Человека отпускать надо, хозяин-то рядом. Ну, в принципе, ничего не изменится. Мы ничего не сделали, мы не восстанавливали элементы, мы не восстанавливали емкость, не меняли вот эти просевшие элементы, не меняли на 90%, не восстанавливали, ну как, емкость батареи. Просто это техническое обслуживание и просто профилактические мероприятия. Так как я не увидел здесь в этой батарее прям мертвое что-то. 3 раза прошла. Если бы 2 прошла и сдохла, тогда базара нет. Тогда надо вычислять этих самых дохлых, убирать их, восстанавливать емкость. А когда не вылетает, 3 проходит, то просто разбег маленький. Почему нет? Так, сейчас вот мы зарядили, хоп, 0,12 на статике. Все. Сейчас буквально 20 минут пройдет и разряжу и посмотрим, что получится. Ну, в принципе, что получится. У меня также все. Я себе то же самое сделал на своей машине. И считаю это правильно. Ну и кое-какой бонус еще делаю людям, которые со мной вот общаются, слушают меня, являются моим клиентом, обновляет кругозор, так скажем. Вот. Каждому свой мастер, скажем. Кому-то
другие мастера могут понравиться условия. А мне, ну, в принципе, я со всеми, я с любым человеком могу разговаривать. Мне без разницы, старичок будет это или молодой пацанчик. Вот. Toyota. Ну, сколько там? Еще 15 минут. Все устаканится. Почему надо подождать 15 минут? Потому что вот видите, бегает. Бегает, чуть-чуть бегает. Вольтаж. Хоп, 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 хоп. Взбучку дали, зарядку дали, она должна устаканиться. Пена, так скажем. Сесть. Ну, пока разрядочка идет, чуть-чуть наблюдаю. В общем, есть кое-какой гаджет, называется мульти, короче, там у него дальше не буду рассказывать, потому что Алексей тоже смотрит канал. Вот. И он сводится к тому, чтобы чисто на один датчик смотреть, который посередине будет. И тем самым регулировать скорость вентилятора. В общем, и чтобы вот эти вот релюшки обойти, была придумана одна такая штучка, в принципе. Но я и без этих релюшек уже понял принцип работы. А тут Densa, Made in Japan. В принципе, даже релюшки вот эти одинаковые. Форм-фактор. Densa, Made in Japan. Relay написано. А здесь вот 30-й Prius. Что написано? Made in Japan, но Relay не написано. Но это тоже релюшки. Toyota вот оставила только за собой Densa. Реле. Ресчардж. Ресчардж реле. Разрядочное реле. Ну, круто, что. Все можно разглядеть, видите. Кстати, айфоны запрещают, знаете, ребята, нет? Все, кирдык. Недавно заметил, iPhone XR 30 тысяч рублей не стоит. Так, смотрим. Хоба. Так, смотрим. Ну, 400 залили, там она чуть восстановилась, поэтому дальше идем. Разбег 0.12, вообще отличный разбег. Вот. На второй этап. Сейчас уже должен он уже потихонечку на втором этапе начать садиться. В общем, картину наблюдаем. Ну, 5 вылетит, остановлю. Но на машине так сделать невозможно будет. Машина сразу заведется. Поэтому, ну вот, все, прекращаем. В принципе, что и требовалось заказать, сделали мы сейчас столешницу. В другую сторону перевернули. Теперь небольшой горб образовался. Но он со временем уйдет. Это вообще офигенное профилактическое мероприятие, на самом деле, ребят. Это просто, ну, такое делать, когда еще не запущена именно батарея. Это делать вообще просто, вот, реально просто действенная тема, которая даст подольше поездить, так скажем. Прибавит прям, как это называется-то, блин, как в компьютерных играх, плюс 2 к здоровью, плюс 5 к здоровью, вот, прибавит батареи. Так что обращайтесь, ребят. А сейчас заряжаем, потому что разрядку сделали, чтобы полегче было. 400 залью опять назад ему. Ну и все, и будем ставить на место. Контакты почищены. Вот. Контакты почистил, поэтому все обслужено, все чистенько. В принципе, хозяин машины в других сервисах тоже был, говорит, обновить, так скажем, информацию. В принципе, это нормально. Я бы тоже хотел бы к другим. Ну, в принципе, я всех знаю, кроме Василия. Знаю центр этот, мазафакер, блин. Вот, знаю Саха Гибрид, кто такие, как работают, чем работают. Ну, сейчас Юрий другое оборудование какое-то купил. Тоже шевелиться начал. Вот. В принципе, у меня тоже вон там оборудование. А, вот мое оборудование лежит. Еще дополнительное. Ну, в принципе, и без него можно. Сейчас вот здесь вот марафет наведу вот в этом углу. Все никак не могу до строительного рынка доехать. Взять шпаклевочки там туда-сюда. Замазать это все дело.
побелить, чтобы беленько все чистенько было. Поставлю тут стол с 2 мониторами. Но следите за каналом. Ну, сейчас 400 метров зальем ему. Пусть он побегает еще. Батареечка свеженькая, машинка хорошая. Бабки зарабатывает. В принципе, Вокси для этого и создан, чтобы бабки зарабатывать. Вот. Ладно. Пока так. Ну да, совсем забыл. Всегда показываю, какие контакты. Прям они прям такие зеленые. Прям зеленые. Смотри, какие зеленые. Вот я поставил контакт. И вот они вот такие зеленые. Ну, кариес, короче, грубо говоря. Это жесткий кариес. И вот внутренняя часть тоже. Вот, блин, почти как мои ногти стали. Ладно. Работаю, что попала грязь под ногти, что поделаешь. Вот такие вот. Ну, где тут будет прижимание? Конечно, будет саморазряд из-за таких контактов. Плюс, ну, в принципе, сеточку не проморгать. Ну, а вот это будет как кариес. Это в любом случае надо менять. Как бы для самоуспокоения это надо сделать, поменять контакты, чтобы вот такие вот розовые поросятки стояли. Похоже на поросенка розовенького, по-моему, чуть-чуть. Ладно, буду их в химию бросать. Ну вот, очередная батареечка обслужена четко. Батареечка побегает еще. Все нормально. Пластик выдержал. Опа. Ну все, пока-пока. Все, катайся, не ломайся. Прикольный кофр у него. Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Настрой qalay ishlanishda ko'chalarni gulat qilishga jilaniya qalay. Hammasi yaxmali yoki gallakmi? Yo'llarimiz yoritsin chiroq, gaygo'yimiz kallada taro. Oldinda tuman yoki yomg'ir, o'tib olamiz perezdan tezroq. Tashnalikdan o'zimiz xo'lab, aylanamiz birgada o'tirib. Ketmasa bo'ldi quyosh porlab, dam olamiz kechgacha uxlab. Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Настрой qalay ishlanishda ko'chalarni gulat qilishga jilaniya qalay. Hammasi yaxmali yoki gallakmi? La 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 la.